Ассаламу алейкум, Мухаммад Ариф. Алейкум ассалам, рахматуллах. Мы уже знаем, что вы приехали с Хасавюрта помогать нам организовывать. Мы выражаем вам огромную благодарность. Скажите, пожалуйста, вы сейчас, когда вы выезжали из дома, какие у вас были ощущения? Что вам, как случилось сердце и о чем вы думали? Это очень сложно говорить, какие чувства были. Когда меня пригласили в духовное управление, сказали, ты должен приехать, я поехал. И когда мне об этом в радости, когда сказали, это ощущение такое, которое, я не знаю, как я даже домой доехал с Махачкалой. После этого полностью, я думаю, сказал, я все оставляю, всю работу, все, что которое у меня оставил, намерение сделал, ради Аллаха выехать, помочь тем людям, которые действительно нуждаются в этой помощи, от меня, которые пользуются, да, вот, которые Аллах где-то полезен мне, который сделал. И когда сюда приехал, как сказать, было намерение, да, вот, ради Аллаха, вот где Пророк сам куда приезжает, это место подготовить вместе с вами. Машаллах. Спасибо вам большое. Мухаммад Ариф, вы когда совершали сейчас зиарат, какую дуа вы делали и что просили у Всевышнего Аллаха? Первая дуа, что Пророк саллаллаху алейхи принял меня, и что Пророк саллаллаху сделал меня из его уммата, чтобы не изгнал, чтобы его, как говорится, из шафаати, что в судный день тоже с ними был. И намерение это было. Остальное потом другое тоже, как сказать, вот эти реликвии, которые здесь есть, это мы когда реликвии говорим, она некоторые не так понимают там реликвии. Есть детали, которые, да, вот двери от Кааба, скажем, материал из Кааба, там камни из Кааба, это все. Каждая вещь, которая в судный день, который человеку будет шафаат делать, имеется в виду засвидетельствовать, что этот человек, да, был здесь рядом. Потому что мы с намерением проходим ради Аллаха к этому, да, вот человек, когда хаджи бывает, когда вокруг Кааба ауф делает, Кааба этому человеку шафаат делает, что он свидетельствует, что он здесь ауф делал. Вот такой же здесь и Кааба. Потом есть Рауза, потом есть пророк, саллаллаху алейхи, и пророка дочь Фатимат, разиаллаху анха, потом есть жена Аиша, разиаллаху анха, и другие сподвижники. Вот у каждого свое такое есть. И чтобы в судный день, но то, что которое мы видели, и то, что наши глаза, которые берет, считай, это тоже у нас зикр, и ибадатом, что было. И это, что в судный день мне свидетельствовало, что я действительно с намерением, любовью пророк сам что пришел. Мухаммад Ариф, какие у вас будут пожелания для нагайского народа и для всех тех, кто уже совершил зиарат? Крепкого имана. И чтобы люди понимали такие вещи. Потому что где это находится, там балах не бывает. Аллах такие балах туда не пускает. Вот когда такие вещи мы не ценим, не берем внимание, Аллах за то, что мы оставляем к нему, да, может это наказать нас тоже. Из этого пожелания, чтобы люди, если кто-то, как говорится, не понял до сих пор, что это такое, хоть пускай придет, посмотрит, что даже там интересно. Люди идут там в другие музеи, идут в зоопарки, идут там в другие вещи смотреть. Но когда мы говорим реликвии, пророком связан, с его жизнью связано, Кааба, этот священный дом, Рауза, священный, да, вот тоже, который, хотя бы оттуда частицы есть в жизни, которые наши предки, которые плакали и умерли, не видя это. Нам, как Аллах домой, когда к нам принес, если это не ценит, это тоже судный спуск от нас большой будет. Огромное спасибо вам, Мухаммад Ариф. Желаем вам всех благ. Пусть Аллах примет ваш зиарат и укрепит ваш иман, ваших родственников и всех людей, кто из уммата пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам.